дело производства идет на русском языке. Мы, как знаете, знаете, я так образно скажу, якобы мы вот казахская диаспора, как будто в Казахстане, и нам вот предоставляют на родном языке. Я понимаю, я был бы уйгуром, и я требовал бы на уйгурском языке. И тогда бы они меня переводили на уйгурский язык, давали бы переводчика, брали бы от меня заявление, допустим, на уйгурском языке. Я понимаю. Или на татарском, да, вот мне же говорят, на татарина похож. Но здесь, ребята, казах еле, Казахстан, мемлекет казах-теле. И он имеет приоритет в любом случае над русским языком, который просто используется наравне. Если заявитель и ответчик вдвоем, да, согласны на то, что было на русском, вот тогда да. Можно на русском, не будут их заставлять отвечать на казахском и предоставлять переводчика, тратить на это время на переводы. Но когда ответчик, в отношении которого ведется, и заявитель, если будет, должно быть на государственном языке, он имеет высший приоритет, высший паритет, самое наивысшее, самая вышка, помните песню? Самая вышка, ребята, это госязык. Непоколебимость его. Здесь в статье 4 нету момента, что, когда вы станете подозреваемым, вот тогда мы будем на казахском вести. Здесь как будто мы торгуемся, да? Пока вы, свидетель на русском, подозреваемый на казахском. Понимаете, да? И меня сегодня опять тағы мені қазақ тілінде маған бүгін бір аудармашы береді. Вот я как будто в Казахстане, знаешь, вот представитель диаспоры. Вот диаспора имеет зарубежное происхождение. У них другая. У любой нашей диаспоры в Казахстане есть своя исконная историческая родина. Любую диаспору возьмите. У уйгуров Синьцзянь, Уйгурский автономный округ. У татаров Республика Татарстан. У башкиров Башкортостан. У чеченцев Ичкерия, да, оккупированная. У русских Московия, Петербург и так далее. У украинцев Украина, у белорусов Белоруссия и так далее, и так далее, и так далее. А у нас, у казахов, мы не диаспора. Мы титульная нация в Казахстане с государственным языком. Казах-теле без мемлекет-теле. Понимаете? Мы можем в свое личное время разговаривать на русском, на французском, на немецком, на английском, кому как удобно. Никто никого не вправе заставлять. Но когда дело доходит о государственных органах, Министерстве внутренних дел, прокуратура, КМБ, без разницы, приоритет в этих организациях, в первую очередь и полностью все дело производства должно вестись на государственном языке. Дела должны заводиться на государственном языке. Вестись должны на государственном языке. Ответ следователя Нурмагомедова о том, что она не знает госязык, ни о чем не говорит. Либо она должна вести на государственном, либо должны предоставить другого следователя, способного полностью вести следствие на государственном языке. Бүкіл тергеу қазақ тілінде мемлекеттік тілде болу керек. Егер осылай талап етпесек, әлі солай болып жүре береміз. Мне сияқтымызда, как будто мы какая-то Омская область, Новосибирская область и Павлодарская область. В Павлодарской области мне казаху предоставят переводчика. Я понимаю, я бы в Омске бы жил. Мне бы казаху, да, предоставили бы переводчика, нашли бы казаха, владеющего. Понимаете, ребята, вот в чем парадоксальность. Я не против, чтобы они там дела на русском расследовали, если в этом согласны обоюдно все стороны. Недавно к нам приезжали судьи. Судебная коллегия, да, или как правильно, города Астаны, не только Астаны, а республиканская. Та судебная коллегия, которая подчиняется нашей судьи города Павлодар. И они сделали замечание, я эту новость опять найду и выложу, о том, что почему у вас 90% дел ведется на русском языке, почему вы не переходите на государственный язык. Было сделано замечание, это опубликовали в новостях. Выводы сделаны? Я так вижу, нет. Заходишь в полицию, все на русском вокруг разговаривают. Заходишь в акимат, все на русском разговаривают. Вдруг надо, здрасте. Ты вчера говорит, вот это вот, так думаешь. Здрасте. Я вот захожу на КПП, здрасте. Почему не написали мне себе? Со орыстың чуть было, я орыстың хорошо на русском. Где, когда, ребята, вот это все будет? Когда? 33 года будет, как мы независимое государство от Советского Союза, которое был нашим колонизатором, который навязал нам вот этот русский язык, на котором мы вынуждены до сих пор вот все это вести, говорить и так далее. Қазақша бәрін айтсам, білмеймін, мен ема, андай реакция жасайма, не деп жатыр анау, өзі қазақ тілімен бірдеме деп жатыр анау. Вот так вот, ребята. Вот так вот.